В чеченском селе Самашки произошла трагедия. 7 и 8 апреля 1995 года здесь велись тяжелые бои. Затем последовала операция по зачистке села. Достоверно известно о гибели 103 мирных жителей Самашек. Однако, судя по всему, этот список не полон. Правозащитная организация «Мемориал» пытается обратить внимание общественности на произошедшую в этом чеченском селе трагедию. Слушай, у нас здесь кровавая драма разыгралась. Выйти к Министерству обороны или там где снять, что практически уничтожают Самашки. Не выдают выходить людям, сжигают дома, зачистка называется, так сказать. Вначале они 2 суток молотили. Александрович, хороший депутат. Алло, 6 числа мы, старейшины села Самашки, встретились с заместителем командующим Антонов Юрием Александровичем. И на мирным путем хотели решить вопрос, чтобы люди не были уничтожены, мирным путем войти, федеральные войска, чтобы вошли. Договорились, согласились, он потребовал нам сдать 264 стволов орудий. Я Антону говорю, мы сельскохозяйственные работники, мы не сеем и не выращиваем оружие. У нас единственный плуг и трактор мы понимаем, а оружие нам не нужно. У кого было оружие, этих людей уже нету. Руки запачканы, так пачкайте там, дайте людей вывести, детей, женщин. Он сказал, хорошо, выводите. Мы начали выводить людей. И откуда они возьми, пальба нашла со снайперской. Из-за сопротивления села они особенно, так сказать, наказали это село. Это как бы была классика. Когда я получил первые данные о том, что произошло в Семашках, я вспомнил действия российских войск в 19 веке на той же самой территории и в том же самом населении Семашки. Подвалы не смотрят, поджигают они всех там. Что дети, что женщины, что мужик одинаково для них. And your commander promised me that I couldn't do what I want. И ваш командир как раз в субботу обещал, то есть он сказал, что вы можете, что можно заезжать в любое время. He's going to get in touch with the Нет. Нет. He said, No. says that the commander is very close. Потом представители Красного Креста, значит, в этой части. Представители Красного Креста что жалуются? Что их не пропускают в Самашки для оказания помощи. 13 человек. Все убили. Вот это на выгодной улице, рядом нас, выгодной улице. Сказали, дети сказали, мы дети. А ты хорошо сказал, бросил, дети тоже убили. Все убили. Я скажу среди всех, гуманитарная помощь нам не надо. Нам дайте оружие, если в вашей силе она есть. Мы с ним сами справимся. Нам другого помощи не надо. Нам только оружие дайте. Мы не ходили в Россию воевать, не ходили. Они пришли к нам. Мы пропускали их в мирные села, и что они творят, мы видим. Теперь все, кто даже не воевал, будут воевать и будут уничтожать этих собак везде. По утверждениям очевидцев, федералы забрасывали гранатами подвалы домов, в которых прятались люди, убивали детей на глазах у их матерей. Правозащитники также утверждают и о множественных случаях изнасилований. Местные жители уверяют, солдаты, творившие зверство, были либо пьяны, либо находились под воздействием наркотиков. В тех местах, где останавливались федералы, жители находили большое количество использованных шприцов. 8-го началась карательная операция. Двигаясь по 3 улицам села и не встречая сопротивления, федеральные силовые структуры, теперь мы знаем, что в селе были бойцы Софринской бригады внутренних войск, Московского и Подмосковного ОМОНов и Оренбургского СОБРа. Они двигались по селу, сжигали дома, убивали людей. Есть списки, там нету людей боеспособного возраста. В апреле 1995 года село окружили российские войска. 4 часа Романов обещал, уже начнет штурм села. Без 24 вот первые пушечные залпы на село пошли. Со всех сторон начали обстреливать. Шел обстрел, а потом тысячами зашли сюда и вот вытворяли. Поставили женщину, слушай, поймали ее.
вперед БТР, сзади идут, а женщин вперед гонят, чтобы их там не стреляли или что-то. Ну, вот настоящий геноцид. Аналога нету, наверное, в мире. То, что сейчас творят здесь. Вот на той улице, значит, это все из Хайбаха. Согнали их туда, заживо сожгли. Какой порядок эти россияне нам приносят, а? Они наши дома сожгли, стариков мы поубивали, женщин, которые в подвале сидели, бензином облили, всех сожгли. Что это, порядок разве, а? По записи свидетельств жителей Самашек о том, кто погиб. Люди все в возрасте 60-65 лет. Парализованный старик один. Постельный больной, погибший, вынесенный из дома и застреленный. Вот это боевики. Страшная трагедия. Да, по нашей российской линии. Руководил штурмом Самашек некий полковник Антонов. Когда несколько месяцев спустя командующий российской группировкой в Чечне генерал Романов подорвался на фугасе и стал инвалидом, многочисленные очевидцы из Самашек опознали в генерале того самого полковника Антонова. الحمد لله ديله ونخاصم به بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك